Мастер-классы по прикладному искусству, спорт и даже танцы. Для поправляющих свое здоровье ветеранов в социально-оздоровительном центре «Максаковка» приготовили насыщенную развлекательную программу. Всего спецзаездов будет 3. В первом – труженики тыла, узники концлагерей и дети войны. Каждый из них выбирает занятие по душе. Мужчины чаще играют в бильярд, а вот представительницы прекрасной половины человечества кружатся в танце. Елена Кононова продолжит. Раз, посмотрели, поцеловались, кружимся. Молодцы какие. В волосах блестит седина, а глаза горят молодостью и задором. Пока еще не все движения успели выучить, но уверены, еще денек-другой и станцуют всем на зависть. Отдыхающие в центре Максаковка ветераны на танцы идут за бодростью и здоровьем. Розалия Костина всю жизнь танцевала и других учила. Сперва малышей, когда работала учительницей начальных классов, потом пенсионеров, будучи председателем совета ветеранов поселка Койдин. Без танцев никуда. Танцы, песни и дружба. Сплачивали друг друга к себе. В роли хореографа Дина Чекаленко. Человек известный на всю республику. Вот уже много лет она является руководителем народного танцевального коллектива «Гренис», победителя конкурсов и фестивалей различных уровней. Влюбленная в свое дело, сама горит и других зажигает. Она же и вызвалась организовать такой кружок в центре Максаковка. Дело в том, что я отдыхала здесь вместе с председателями Совета ветеранов Республики Коми. И вот так поставила танец один, другой. И прямо в 7 часов утра мы уже собирались на улице прямо. Это летом было. Ну, прямо просто воодушевило это, с таким желанием приходили люди. С тех пор 2 раза в неделю Дина Ивановна дает мастер-класс тем, кто любит движение. В их числе и сыктывкарка Галина Кочурова. Она не представляет своей жизни без плавания лыж, поэтому и на танцы пошла, не задумываясь. Я в детстве все время танцевала. Здесь в Сыктывкаре был дом пионеров, где туда ходили, была еще, помню, Наталья Альбертовна. Такая была знаменитая балерина, которая нас вела, Ольга Каганчук, которая мы с ней вместе занимались. Нас тоже посылали в Пермь, но я отказалась. А отец сказал, говорит, нечего делать, это не профессия. Только вот с партнерами сложнее. Мужчины танцам в основном предпочитают бильярд и настольный теннис. Поэтому на всех девушек один кавалер. Зато какой. Житель Эшвы Александр Попов говорит, свои 87 каждые выходные ходит на дискотеку. Я тиганочку могу танцевать. Там уже несколько призов я получал. В планах за 3 недели выучить 2 танца – «Василей» и «Бабушки-заюшки». Они как раз подходят для неподготовленных людей. В конце заезда всех ветеранов ждет сюрприз – прощальный концерт. Конечно же, с овациями и аплодисментами. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал «Юрган».